С рабочим визитом столицу республики посетил полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе. Программа пребывания обширная. Юрий Трутнев проверил ход строительства арендного жилья в Якутии. Он посетил строящийся дом на Маганском тракте. Планируется, что в нем будут проживать молодые ученые и участники специальной военной операции. Преимуществом программы «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе является стоимость арендной платы. Так, с учетом федеральной и региональной субсидий итоговая цена за 51 квадратный метр составит 11 тысяч рублей. В основном у нас первоочередные категории – это ключевые специалисты муниципальных образований. У нас в целом по республике 850 квартир, по городу Якутску это более 300 квартир. Данная программа она позволит приезжим, так сказать, специалистам, не обращая на внимание по поиску жилых помещений, решать свои вопросы по работе. В программу пребывания Юрия Трутнева в Якутию вошла проверка работы резидентов территории опережающего развития «Патриотическая». ТОР – это возможность для предприятий, работающих в военной сфере и в сфере двойного назначения, получить целый ряд льгот при реализации своих проектов. Якутия в этом проекте занимает одну из лидирующих позиций. Квадроциклы, которые сегодня строят в республике Саха-Якутия, они пользуются устойчивым спросом на линии боевого соприкосновения. И сейчас посмотрели FPV-дроны. Мы постоянно работаем в контакте с воинскими частями. Вот на отзывы о применении якутских FPV-дронов в зоне специальной военной операции хорошие. Юрию Петровичу представили новые разработки якутских новаторов и, среди прочего, электромотоцикл «Темирь», разработанный специально для нужд военных и сейчас проходит испытания в одной из частей спецназа Министерства обороны. Конструкция рамы полностью собирается на нашем заводе. Контроллеры, некоторые комплектующие это российские, а часть из дружественных стран это в основном из Китая получается. И основное преимущество у него одной зарядкой он может преодолевать расстояние до 60 км в час и развивать скорость до 80 км в час. И у него грузоподъемность 250 килограмм. По поручению президента России Владимира Путина Кабинетом министров была принята программа по модернизации городов Дальнего Востока. В эту программу вошли 16 городов, в том числе 2 из нашей республики – Якутск и Нерюнгри. На совещании Юрию Трутневу был представлен мастер-план этих городов. Деньги на эти объекты выделены, мы послушали еще раз, и я попросил Айсена Сергеевича взять это все под свой контроль, потому что очень важны первые шаги. Нельзя допустить того, что комплексные планы утверждены, президент принял решение, а люди не видят, что что-то изменяется. Вот мы должны добиться того, чтобы уже в 2024 году люди видели, что мастер-планы реализуются, что позитивные изменения, они уже за окном. До 2030 года предстоит огромная работа. Уже в этом году в Якутске будет завершена программа по модернизации и строительству общественных пространств – площади Ленина, набережной Романа Дмитриева и озера Сайсары. Также запланировано строительство 2 школ и модернизация системы городского уличного освещения. По Нерюнгри главный вопрос – это объекты здравоохранения. Мы здесь должны разогнать все-таки более быстрыми темпами капремонт. Конечно, мы никоим образом не собираемся останавливаться, начиная вот от нашего глобального проекта строительства моста, по которому тоже подготовительные работы уже сейчас идут, заканчивая уже вопросами строительства детских садов, школ, ремонта больниц. Все будет в зоне нашего внимания для того, чтобы жизнь в наших городах стала кратно лучше. Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград 23 военнослужащим и добровольцам, которые отличились в зоне специальной военной операции. Помимо этого он посетил новые спортивные комплексы школ номер 10 и 20. Многофункциональные спортзалы площадью более 460 квадратных метров построены и оснащены на средства президентской дальневосточной единой субсидии. Эти залы будут использовать как для школьных занятий, так и для дополнительных. В 2023 году в рамках поручения Юрия Петровича Трутнева мы построили 25 спортзалов на территории ДФО. Из них 3 вышло на Якутию. В 2024 году в рамках этой же программы
столичному поручению Трутнева совместно с Министерством развития при поддержке республиканских и муниципальных властей мы будем строить еще 3 спортзала. В ходе работы в столице региона Юрий Петрович посетил также высшую школу музыки. Он ознакомился с работой учебного заведения, после чего всем гостям показали концерт с участием воспитанников и сотрудников высшей школы музыки. Я не профессионал, хотя мне кажется, что все люди любят музыку, разную, но любят все. Но мне показалось, что играли дети прекрасно. Мне очень понравилась и скрипка, и очень понравился мальчик, который играл на фортепиано. Мне кажется, что видно, что здесь действительно такая высокий уровень подготовки. Ректор школы Надежда Зайкова рассказала, что согласно поручению президента России до 31 декабря 2026 года в столице республики должны возвести новый учебный корпус заведения. Планируется, что здание на 240 учащихся с интернатом на 150 мест. Мы завершили проектно-сметную документацию, завершили экспертизу, завершили всю работу, связанную с земельным участком. Поэтому на самом деле мы ждем только финансирования. Финансирование предполагается федеральное. Источником определены средства капитального строительства Министерства культуры Российской Федерации. Начать строительство мы должны в 2024 году и в 2026 году должны завершить. Почти 4 десятка стрелков со всей России и Якутии съехались на всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти прославленного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Охлопкова. Центр подготовки снайперов «Сулус» – уникальный полигон, открытый по инициативе полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. 39 снайперов съехались в Якутск. Среди них действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также гражданские любители снайперской стрельбы. Этот полигон уникален. Могу сказать, что по расстоянию, на которое будет производиться выстрел, это до 3,5 километров. По оснащению, по условиям, которые здесь созданы, это уникальный для страны. Для того, чтобы и возрождать, и укреплять традиции высокоточной стрельбы, которые присущи в целом России, присущи особенности Республики Саха-Якутия. Каждый снайпер прибыл на полигон с собственной винтовкой, и по регламенту соревнований стрелять из него может только он. Вне зависимости от модификации оружия и прицелов, правила для всех едины. Полностью скопирован опыт применения снайперов в зоне СВО. На сегодня в зоне СВО дистанция от 1200 до 1600, средняя рабочая дистанция 1400-1500 метров. Во время квалификации снайперам предстояло попасть в железный гон диаметром 20 сантиметров. Дается 2 попытки, 2 выстрела. А дальше все просто. Попал – проходишь дальше, не попал – соревнования для тебя завершены. Из 39 человек квалификацию прошли лишь 19, в том числе 4 якутянина. В числе первых, кому удалось поразить мишень, был якутский снайпер с позывным «Кио» и его корректировщик Александр Данилов. Нам немного повезло. Благодаря нашей слаженной работе корректировщика и стрелка удалось попасть. А так, соревнования классные, по идее. Новый формат. И хочется, чтобы соревнования проходили еще более, когда еще холоднее, в декабре. Когда будет минус 50, минус 60. Вот было бы прикольно. Прошедшие квалификацию участники вновь вышли на огневой рубеж. Представители снайпинга стреляли по ростовым мишеням. Расстояние для выстрела каждый участник выбирал себе самостоятельно. Как отметил судья турнира, стрелки работали в жестких условиях, ведь на точность выстрела также влияет погода. Во-первых, холодно, стрелкам теряет очень много энергии. Плюс морозный воздух. Практически все стрелки это из средней или южной полосы. Таких морозов нет. Здесь они практически работают с колес. Невозможно настроить. Поэтому есть какие-то ошибки, что-то не получается. Плюс у нас здесь находятся участники боевых действий в зоне СВО. Там сейчас уже плюс 15 на Донбассе. Такой зимы, мне кажется, они никогда и не видели, и не думали, что она такая есть. Справляются, попадают, но, конечно, тяжело.
Так, за третье место этапа «День» вручили сертификат на сумму 500 тысяч рублей. За второе место в турнире вездеход «Сокол». И победителям первого всероссийского турнира вручили ключи от внедорожного автомобиля «Пикап». Сергей Яковлев показал самый лучший результат, поразив мишень на дистанции 2 километра. Я не ожидал, что смогу победить. Очень сильные конкуренты вообще. Я их давно знаю, давно видел. Все они мои учителя, преподаватели, получается. Я на них равнялся, на них пытался их превзойти. Ну, на сегодня получилось. Да. Юрий Трутнев подчеркнул, что полигон в Якутии является лучшим в России. И его оснащение позволяет проводить тренировки на дистанциях до 4 километров как днем, так и ночью, без перерывов. Нужно напомнить людям о том, что надо уметь держать в руках оружие, что надо им пользоваться, что надо быть готовым защищать свою родину. И в этом отношении провести не просто соревнования по высокоточной стрельбе, а провести соревнования по высокой точной стрельбе в Якутии, где выросла целая плеяда легендарных снайперов, нам показалось совершенно правильно. Владимир Путин в приветствии к участникам назвал глубоко символичным проведение турнира на родине Охлопкова. Новый комплекс позволит тренировать снайперов, готовить высокопрофессиональных стрелков и проводить соревнования высокого уровня. Безусловно, здесь будет идти подготовка и для тех, кто профессионально занимается стрельбой на дальние расстояния, для подготовки наших бойцов, военнослужащих, для подготовки спортсменов, высокоточников. И в целом я считаю, что появление такого полигона у нас в Якутии, благодаря вот решениям Юрия Петровича, оно позволит нам более активнее возрождать традиции нашего снайперского искусства, нашей стрельбы на дальние расстояния, которая всегда была присуща якутяну. Ну и, конечно же, будет позволять нам более активнее также работать и в области патриотического воспитания нашей молодежи. Одним из сложнейших этапов соревнования стала стрельба ночью. Стрелки работали при более низкой температуре. Юрий Петрович высоко оценил то, как в республике реализуются президентские программы. Рабочая поездка полномочного представителя президента России в Якутию прошла продуктивно.